Тетя Сарсерданен. Здравствуйте. На канале «Россия» прямой эфир с главой республики Егором Борисовым. В студии Айна Винокурова. Как регион переживает экономический кризис, о его развитии и о том, что больше всего волнует якутян в настоящее время. Об этих и других актуальных вопросах мы поговорим сегодня в этой студии в прямом эфире. Телефоны студии 32 0202 36 65 53. Егор Афанасьевич, доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы начать разговор с вопроса, который волнует сейчас каждого, с экономической ситуации. Как обстоят дела в республике? Ведь региону, как и всем по стране, придется на чем-то экономить, корректировать бюджет и принимать меры по поддержке социальной сферы. Мы сегодня в республике понимаем ситуацию, которая сложилась и в мировой экономике, и в том числе в Российской Федерации. И люди, конечно, беспокоятся, как будут развиваться события, будут ли сохранены наши предприятия, будет ли выплачиваться зарплата, будет ли нормально исполняться бюджет республики, в результате которой решается очень много вопросов, в том числе и социальные вопросы капитального характера, строительства детских садов, школ и так далее. То есть все то, что происходит сегодня в экономике, людей очень беспокоит. Но я сегодня хотел бы ответить на этот вопрос таким образом, что последние годы в республике экономика сама по себе сохранила тенденцию роста. Это подтверждается определенными конкретными цифрами, о которых мы много раз говорили. И первый вопрос, вот по итогам 2 месяцев сохраняется ли в республике эта тенденция? Я должен ответить, что если сравнить основные показатели экономические с прошлогодними 2 месяцами первыми, то тенденция сохраняется. То есть валовой региональный продукт идет с ростом, индекс промышленного производства тоже ростом. То есть пока на данном этапе экономика республики она выглядит достаточно устойчиво. То есть мы сегодня сохраняем основные производственные предприятия. Никаких проблем пока на сегодняшнем этапе по выдаче зарплаты у предприятий нет. Это, конечно, достается в достаточно сложных условиях, потому что в мировой экономике слагается картина спада производства, в частности в европейских странах, в азиатском регионе. Поэтому нам необходимо прослеживать за этой ситуацией, потому что основная наша продукция связана прежде всего с экспортом. Во-вторых, мы сегодня находимся под давлением российского государства, под давлением западных стран, которые прежде всего связаны с ролью России на мировой картине. Последние годы российское государство достаточно укрепло и, соответственно, начало влиять на политику мировую. Конечно, это не нравится странам Запада, и они, пользуясь моментом по Крыму, когда мы вернули Крым в состав российского государства, то, конечно, они отреагировали. И это давление сегодня дает определенные какие-то результаты по отношению ослабления ситуации в Российской Федерации. Кроме того, мы понимаем, что цены на нефть упали, и это влияет на формирование бюджета Российской Федерации. Курс доллара растет, это тоже влияет на повседневную нашу жизнь, в том числе и для физических лиц, и в том числе и для юридических лиц. Ну и, конечно, сегодня нас волнует и исполнение бюджета республики. По итогам 2 месяцев тоже бюджет исполняется нормально. И все это мы анализируем, следим, мониторим за крупными нашими предприятиями, которые являются базовыми. Это нефтяные компании, это компания «Алроса», золотодобывающие угольные предприятия. В этом плане мы пока себя чувствуем более уверенно. Если говорить о бюджете, то мы сегодня исполнение бюджета будем обеспечивать. Я в эти дни подпишу очень большое решение, указ главы республики
о том, что при определенных сложных условиях будут сохранены, скажем, затраты из бюджета на заработную плату в обязательном плане. Мы социальную защиту будем гарантировать в полном объеме. Мы поддержку сельского хозяйства будем четко и ясно тоже представлять в полном объеме. Социальные выплаты по тем или иным направлениям, которые мы определяли для себя, они тоже будут обеспечиваться в полном объеме. То есть сегодня государственный бюджет и экономика пока чувствуют уверенно. Но есть определенные направления, по которым надо обратить внимание. Это прежде всего, конечно, речь идет о наших доходах, потому что темпы инфляции они растут. В прошлом году выросли, в этом году, и они съедают нашу заработную плату. Если мы в номинальном плане зарплаты как бы смотрим, увеличивается, то есть примерно на 6-7%, то при этом темпы инфляции в прошлом году были 12%, в этом году 8%, они тоже съедают вот этот рост зарплат. А так будем держать под контролем ситуацию и будем принимать все меры. Такие планы, такие меры правительством уже сегодня приняты. Вот не коснется ли сокращение бюджета больших мероприятий? В частности, речь идет об играх «Дети Азии» и предолимпийском чемпионате России по вольной борьбе. Но что касается сокращения расходов, то мы предполагаем, что будут сложности. Предполагаем, что на каком-то этапе сокращения доходов в бюджет могут появиться. Потому что мы большой объем получаем финансовые ресурсы в виде дотаций, субвенций, субсидий за счет федерального бюджета. Этот объем может сократиться. Ну и, соответственно, как будет слагаться экономика, мы прогнозируем сейчас и предполагаем, что какие-то определенные сложности появятся. В этих случаях, вот с учетом того, что я сказал, что будем гарантировать зарплату, социальные выплаты, сельское хозяйство и другие более приоритетные направления, то в этот перечень будут входить и те мероприятия, которые прежде всего связаны с поднятием имиджа республики. У нас такие крупные соревнования, например, мероприятия по спорту, как и международные игры «Дети Азии», являются таким мероприятием. Поэтому около миллиарда рублей мы предусмотрели на организацию всего этого мероприятия, и эти расходы сокращаться не будут, потому что мы детей готовим, мы сегодня спортивные объекты приводим в порядок, и город Якутск здесь тоже получает поддержку с этой точки зрения. Поэтому все вопросы, которые связаны с такими мероприятиями, они сокращаться не будут. В частности, вот вчера вы вели разговор по проведению чемпионата Российской Федерации по вольной борьбе в конце мая месяца. Тоже вопрос возникал, но там затраты поменьше, но это для нас, для республики, очень важный момент, поэтому мы будем поддерживать. Но будут мероприятия, которые более такого дежурного характера, по ним будут приняты решения по сокращению, приостановлению или отсрочке сроков. Егор Афанасьевич, говорят, что есть первый звонок в студию. Давайте послушаем нашего телезрителя. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе Представьтесь, утро. пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Егор Афанасьевич, меня зовут Любовь Викторовна. За то, что у нас происходит в республике, конечно, огромное спасибо всему руководству, то, что и меняется город, и все это прочее положительное, вот так можно сказать. Но у меня вот такой вопрос. В нашем городе очень мало учебных заведений государственных, практически нет, будем так говорить. И на данный момент идет вот такое вот закрытие якутского филиала Байкальского госуниверситета. Закрытие идет практически вот на середине учебного года. Идет какая-то перипетия. Очень бы хотелось, чтобы вы как-то, или может быть вы в курсе, или повлияли на то, чтобы наши дети доучились хотя бы вот этот учебный год. Уже не говоря о дальнейшем. Хотя очень бы хотелось, чтобы университет этот байкальский существовал на территории нашей республики. Большое спасибо. Эта проблема, она присутствует почти по всем образовательным учреждениям республики, которые
созданы в виде филиалов. Поэтому прежде всего я должен отметить, что Министерство образования и науки Российской Федерации в последнее время ведет политику оптимизации так называемых учебных заведений с двумя целями. Первое – это улучшение качества образования, и второе – оптимизации бюджетных расходов, по которым принимаются очень радикальные решения. Мы этот этап проходили по нашим учебным заведениям, в частности, Якутская сельскохозяйственная академия потеряла две специальности, это экономиста и юриста. Это была очень большая работа по Арктическому государственному институту культуры и искусств. Здесь тоже пытались оптимизировать. Ну и еще разговор был по Чуравчинскому институту физической культуры и спорта. И мы отстояли свои учебные заведения, и все они пока сегодня сохранены, и по ним приняты определенные программы. Ну а что касается филиалов других учебных заведений, которые находятся в других регионах, это сложнее. Мы на этот счет с господином Ливаном, министром образования и науки Российской Федерации, недавно, недели две назад, разговор вели. И они очень категорично, в жесткой форме заявили о том, что то, что они реформируют сегодня, они будут проводить дальше. То есть останавливаться не будут. Поэтому остается сегодня только такие действия, которые могли бы облегчить ситуацию с точки зрения размещения тех или иных студентов, которые находятся на территории Якутии, живут здесь, и они получают, чтобы получали они образование, насколько возможно, на этой территории. Поэтому сейчас ведется разговор, какие специальности переведут в Северо-Восточный федеральный университет или в какие-то другие учреждения. Но если их нету на нашей территории, таких специальностей, чтобы учить, то, конечно, будут сложности. К сожалению, руководство Байкальского государственного института экономики и права, они в контакты с нами не вступили. И в результате мы узнали об этих событиях со стороны, без официального участия руководства этого института. Поэтому вчера было дано указание правительству республики мною разобраться и принять непосредственное участие в решении судьбы студентов этого филиала, чтобы все-таки это жители республики, это наши люди, чтобы мы участвовали в решениях судьбы. У нас есть второй звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте, Егор Афанасьевич. Добрый день. Меня зовут Владимир Владимирович. Я житель города Якутска. У меня вот вопрос. Вот сейчас весна, скоро ледоход, из-под крана пойдет опять желтая грязная вода. Ну и будет идти, наверное, целый месяц. Вот. У меня вот, Егор Афанасьевич, что делается по очищению воды? Я думаю, эта проблема никого не оставит равнодушным из горожан. Большое спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я понял вопрос. Это очень серьезная проблема. К сожалению, очень многие проблемы, которые сегодня надо решать, они накапливались десятилетиями. Возьмите переселение из аварийного жилья, это обеспечение питьевой водой, это наведение порядка по улицам города Якутска. В принципе, приведение порядка в городе Якутск под современные требования, это проблемы накапливаются десятилетиями. Они не вчера появились, не сегодня появляются. Эти проблемы были и лет 10 назад, и 20 лет назад, 30 лет назад. И, конечно, нам сегодня приходится взяться за эти проблемы и начинать заниматься. Что касается питьевой воды, то мы приняли решение реализовать инвестиционный проект двумя этапами. Первый этап – это все-таки обеспечить
технически чистой водой с точки зрения вот весной и осени у нас вода становится желтой. И второй этап – это обеспечить полностью по стандартам питьевую воду. Что делается? Мы привлекли из Европейского банка реконструкции и развития кредит, и сегодня примерно где-то около 2 миллиардов рублей, чтобы эти деньги были направлены для получения этой воды, которую можно потребить в городе Якутске. Это предстоящий 17-18 год надо решить. Для этого в чем проблема? Проблема в том, что где водозабор на Даркалахе, сегодня с учетом того, что русло реки меняется, мы получаем в последние годы воду прямо из песка. То есть непосредственно под водозабором у нас нет чистой площадки, чтобы вода переходила в трубы наши более в чистом виде. Такого условия сегодня нет. Поэтому первый этап – это мы должны создать такие условия, и там будем за 2 миллиарда строить такие конструкции, чтобы получать вот эту чистую воду с реки. Это первый этап. Ну и второй этап – это полностью по современным технологиям отфильтровать воду и подавать в город. Это тоже потребует примерно миллиардов, еще 2-3. Вот если в общей сложности, если это решим, то эта программа примерно составляет сегодня в течение реализации своей в течение 5 лет. В течение 5 лет будем заниматься беспрерывно и решим эту задачу. Поэтому думаю, что этой весной повторится та картина, которая были в прошлые года. Егор Афанасьевич, на электронную почту и на телефон горячей линии, который работал в течение недели, поступило очень много вопросов, около 150. Среди самых распространенных вопрос о дальневосточном гектаре и приватизации госпакета акций «Алроса». Что ожидает нас здесь? Здесь надо понимать таким образом, что это резонансные вопросы, мы считаем, это очень беспокоит наше общество, наших людей, поэтому была реакция разная. И по первому вопросу, и по второму вопросу. Как инструмент выделения земель для людей, чтобы переместить их по стране с запада на восток, как бы этот опыт использовался еще в дореволюционное время, в царское время. И эффект они свой, конечно, показывали, такие механизмы. Но с другой стороны, сегодня наших людей именно в Якутии беспокоит то, что есть определенные риски. Люди правильно понимают. Потому что если не регулируем, если мы запустим этот механизм, то могут быть риски такие, как, например, люди будут брать земли, ну, кто желает сюда приехать, или кто-то из наших, в тех местах, где есть полезные ископаемые, в тех местах, где у нас живут люди малочисленных народов севера, которые непосредственно традиционно живут и как бы себя обеспечивают на жизнь. Вопросов много. А мы в республике, когда этот вопрос поднимался, конечно, подошли очень серьезно в руководство республики, и парламент, и правительство, и непосредственно и руководитель республики. И здесь нам необходимо было четко определиться, как быть. Вариантов было несколько, какую позицию занять. Да, были очень радикальные меры предложены. Просто отказаться от участия в этом законе, то есть внести предложение исключить республики из этого проекта. Сегодня этот законопроект обсуждается и находится на завершающем этапе на принятии в Государственной Думе. Мы в течение 2 последних месяцев очень интенсивно работали и преследовали немножко другие цели. Дело в том, что в условиях реализации этого законопроекта, если примется, то люди имеют возможность бесплатно получать земли. Для нас, для наших людей это тоже очень важно. Поэтому мы, насколько возможно, хотели из этого законопроекта увидеть закон,
полезный для республики, для жителей республики. Поэтому это мы прежде всего имели в виду, пользу. А с другой стороны, мы, конечно, готовили предложение, чтобы этот законопроект не был вреден для республики. И в-третьих, мы все-таки понимали, что это принимается федеральный закон, а не закон Республики Саха-Якутия. Этот закон не принимается нашими депутатами, а принимается депутатами Государственной Думы, независимо от нашего представления, независимо от нашего сознания. Поэтому мы выбрали такую позицию, чтобы насколько возможно максимально участвовать в корректировке законопроекта. В целом, если посмотреть позицию субъектов Дальнего Востока, то прежде всего мы должны отметить, что в корректировке законопроекта участвовала только Республика Саха-Якутия. Из 9 субъектов Дальнего Востока мы только активно работали. Это надо дать должное нашим депутатам, нашим членам правительства, которые разбирались во всех изъянах этого закона, и мы предложили свои конкретные четкие позиции, предложения в виде корректировки законопроекта. Многие предложения приняты авторами закона, в комитетах Государственной Думы, депутатами Государственной Думы тоже поддержаны. Что мы сегодня в последнем варианте законопроекта смотрим, видим? Мы считаем, что такие территории, как охраняемые природные зоны, это традиционные места проживания наших малочисленных народов Севера, те или иные месторождения, которые мы говорим, где утверждены запасы, они сегодня из применения этого закона изъяты. То есть мы на сегодняшний день, пока на данном этапе, пока законопроект обсуждается, примерно более 60% территории мы уже защитили и как бы исключили действия из этого закона. Это очень большая работа проведена. И мы сейчас продолжаем эту работу, потому что закон еще до конца не рассматривался. Но с другой стороны, мы хотим, чтобы наши жители, особенно в сельской местности, этот закон применяли в интересах наших же людей, чтобы они в своих интересах получали земли бесплатно, в больших объемах, потому что там достаточно хорошие механизмы заложены, которые важно, нужно, чтобы наши люди использовали. Вот с этой точки зрения мы допускаем. Но и дальше будем работать. Единственный вопрос, который мы не добились, это охотничьи угодья. Мы хотели, чтобы охотничьи угодья тоже были исключены. Но, к сожалению, этот вопрос непосредственно к землепользованию не относится, поэтому пока не поддерживает. Мы сегодня добились, что лесной фонд был использован только для личных подсобных хозяйств и для сельскохозяйственного производства, не более. То есть мы в этом плане тоже добились очень большого такого прогресса. Поэтому законопроект, который сегодня внесен, должен работать в интересах якутян. И приватизация, вопрос приватизации Алроса. Но по второму вопросу немножко проще, потому что этот вопрос всегда находился под контролем нашего населения. Всегда интересовались люди, и были времена, когда и тяжело, трудно, но мы все это по большому счету преодолели. Прежде всего мы в 2013 году в ноябре месяце заключали соглашение между правительством Российской Федерации в лице Росимущества и нашим правительством в лице Минимущества. Заключили соглашение, и было принято решение Алроса оставить под контролем государства, то есть 25% нашей акции и 25% не менее в Российской Федерации, они реализовываться не будут, в крайнем случае, до 2019 года. Поэтому Республика Саха-Якутия сегодня не планирует ни в коем образом продавать свои акции, потому что мы об этом уже официально заявили перед правительством Российской Федерации. А то, что касается федеральной части акций, то сегодня идет спор. Недавно приезжал полпред по Дальневосточному федеральному округу Юрий Петрович Трутнев, и мы обсуждали этот вопрос, что делать вот с остатками от 25% федеральной акции, это 17%.
Что с ними делать? Федеральное правительство планирует продавать их. А я им четко и ясно сказал, что это ваше право продавать, не продавать, но Юрий Петрович убедил, что прежде всего речь идет о том, что если сегодня продавать, то это по дешевке продавать, потому что сейчас идет кризис, акции упали, поэтому некорректно было бы с такой позиции сегодня подходить. Но с другой стороны, сегодня, если они продадут федеральные 18% или 11%, то нам, Республика Саха-Якутия, легче будет управлять компанией. Поэтому они не хотят, чтобы мы, республика, непосредственно управляли компанией «Алрос». У нас больше появится возможностей. Поэтому они сейчас находятся перед дилеммой, что делать. Хотя решение продать компании у них уже еще вышло в 2012 году. Республика сохраняет свою позицию. Мы продавать не будем. Егор Афанасьевич, мне сообщают, что есть еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос. Мой? Прерывается. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Я из Нерюнгри. Александр Григорьевич. У меня такой вопрос. Наш президент подал в Тюмень закон о детях войны. Но он почему-то не принят. Вот меня интересует, будет ли он принят или нет. И второй вопрос. Можно ли уменьшить тариф жителям, прожившим 80 лет и старше? Ну, уменьшить хоть наполовину бы немножко. Хорошо, спасибо за вопрос. Так, я расслышал, как первый вопрос звучит. Первый вопрос – закон о детях войны. Вот телезритель интересуется, на федеральном уровне его выдвигали, он не принят, что вот в республике у нас будет? Но сегодня позиция такая наша. Мы уже рассматриваем в парламенте республики в Тюмени законопроект о детях-сиротах войны. То есть мы сегодня уже начинаем реализовать эту как бы просьбу наших ветеранов в том, что во время войны многие дети теряли родителей, испытывали определенные сложности. Поэтому сегодня мы внесли и будем принимать этот законопроект в ближайшее время. И там предусмотрены ряд льгот нашим ветеранам, детям, сиротам, то есть тем детям, которые родившиеся до 3 сентября 1945 года, если во время войны они потеряли одного из родителей, то им предоставляться будет льгот. Вот такой законопроект в ближайшее время будет принят. Дальше, то, что на федеральном уровне ставится, в целом вопрос о детях войны, или у нас тоже этот вопрос возникал, то я должен сказать следующее, о том, что ни в одной стране, ни в одном государстве не принимается закон на поколение. То есть это речь идет о поколении, родившемся поколении до 1945 года. Конечно, но при этом любые социальные льготы, социальная поддержка должна быть оказана как-то персонифицирована, то есть тому, кому нуждается. Поэтому мы считаем, что сегодня по детям войны именно в первую очередь нам надо оказать тем, кто оказался в таких сложных условиях. Поэтому мы начинаем сами принимать, а потом будем ставить и перед федеральным центром. Давайте послушаем еще один вопрос. Здравствуйте, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Алло, Ütehassadan, Егор Афанасьевич. Бу биритик тактиевине. Хаско кускунгулун тухунан. Хаско куспополланы бихеха май тан хагаланабде. 9 май кеннеттен обычно хагаланар. Онна ухэттисиинек кеден битерди. Оны бихитого куспукелиаттан хаско кускунгуллабаппыди. Май бу
90 брамиттарын кеннеттен бихим бир жомбар төле тиятаккар кимди улахан устабат. Онна уат тегердлы агар кус ахам битер манна олох сыйра калып кустарын калалар. Оны эти ултабыты болоп. Ол кыллар бак просто. Вопрос икертах. Баштадан туран булдунан жарыктана жонор бу холура хаскы кускалияттан кандыра сурокадлы көңүлүн яктактен баппага туралар. Иккис холура иккис кайыска ханалар буланы бултагыны бу хаскы көтөр бултагынын токтотуакка маны билеген мораторий билер яхаванна агая халусата бултагы хадем бапурухме туралар. Онотон биһиги büyük günнәк тургунан жон хлора бу биһиги науковый тетеринен биһиги булт каһастуна жарыктанар государственный органы бететерлеринен улаханнык биһиги корумнины тахар бапытын быһынан көңүллү хадем бар. Ол гынан бара кайда быһлакты көңүллүнөр механизмнарын общественный хлора истилер оңоран баран быһарын ылныктакпыт. Оны быйылгы бутан хлора общественный стилери кән тарибатыбыт бирематерти вопросы торабатыбыт негенен быйыл урукку системанан барыппыт маны дататтан көңүлнамыран маны дата битеребиттен онуттан төһәккалларынан местетер учутту атыппыт сас кайда калырты онны учутту атыбыт онтан эхилгеттен улуулана общественный стилери гитан барамат ылындакпыт жана нехелене булчутта туатенеслерин учутту атыппыт. Егор Афанасьевич, вот четверть вопросов, которые поступили, опять же, на электронную почту и на телефон горячей линии, затрагивают социальную политику. Хочу задать вопрос жителя Кобяйского района Сергея Дьяконова. Он спрашивает о порядке получения социальных выплат многодетным семьям. Такие же вопросы поступили от жителей Якутска, Алёпинска, Верхневилюйска и других районов. Вот по данному направлению вопросов, конечно, существует и федеральное законодательство, и наши собственные республиканские. Но я не буду сейчас затрагивать федеральную часть, они, насколько возможно, тоже принимаются и поддерживаются, но они, мы считаем, в республике недостаточно. Поэтому республика сама как бы создает механизмы и дополнительно поддерживает многодетных матерей. Для нас это большая политика. И, конечно, тоже желающих получать поддержку очень много. Особенно тогда, когда ситуация в экономике усложняется. Как раз в это время сегодня идут разговоры, особенно в сельской местности, что появляются сложности в многодетных семьях. Я хотел бы разъяснить следующим образом. В последнее время материнский капитал у нас очень хорошо работает. Мы после рождения второго ребенка мы начинаем поддерживать дополнительно к российским свои 100 с лишним, ну, сегодня эта сумма составляет 133 тысячи рублей. Дальше мы сегодня многодетным семьям, в частности, у кого 5 детей и более, пытаемся оказать помощь в получении, кто нуждается именно в жилье, то мы пытаемся их поддержать. В частности, мы установили оказать материальную помощь 2 миллиона 200 тысяч рублей таким семьям. Сегодня на очереди стоит примерно 1123 семей с детьми 5 и более. Но сумма, которую мы выделяем, они всех не закрывают, все потребности не решает, но мы эту работу начали. В этом году, в 2016 году, получат 130 семей такую поддержку. И по очереди будем решать. Дальше многодетным семьям мы оказываем поддержку по приобретению техники. Это тоже по определенным очередям через Министерство труда и социальной политики. Мы оказываем определенную помощь для того, чтобы многодетные семьи получали поддержку на питание и на, ну, как бы, на определенную материальную помощь для поддержки своих детей. Тоже в разном порядке, в разное время, в разных объемах даем по поселениям поддержку. Это тоже очень важный аспект. Это дополнительно к тому, что сегодня есть. Ну и эта сумма потихоньку каждым годом увеличивается.
и будем и дальше увеличивать. Но особенно сегодня людей волнует вот тот объем денег, который мы выделяем на приобретение квартиры или на оказание помощи по 2 миллионам 200 тысяч рублей. Это поддержка. В прошлом году было 66 на семья получила поддержка в таком объеме. То в этом году будет в 2 раза больше. И со следующего года мы еще увеличим. То есть потом по определенным объемам поддержка будет оказываться и в разовом порядке, персональном порядке. В частности, в этом году я дал поручение правительству с учетом осложнения ситуации обратить внимание тем семьям, которые многодетные, особенно в сельской местности, будут испытывать сложности, там заключить социальные контракты. Там надо поддержать при выделением скота, потому что в этом году в каждом поселении по 1 миллиону рублей мы даем на приобретение скота тем хозяйствам, которые нуждаются в поддержке, то есть тем семьям. Поэтому вот все механизмы, насколько возможно, должны быть использованы. В своих выступлениях вы не раз говорили, что при принятии решений ориентируетесь на мнение граждан. Так получилось, например, с годом благоустройства в населенных пунктах. Что должно измениться в регионе после года благоустройства и какие инициативы от муниципалитета вы могли бы выделить сейчас? Ну, во-первых, когда мы принимаем решения, я всегда обращаюсь как бы к мнению людей при личных общениях, то есть я очень много езжу и встречаюсь с людьми непосредственно, потом проводим социологические опросы, какие проблемы становятся приоритетными, они каждым годом меняются. Если раньше всегда на первое место были это зарплата, это борьба с пьянством и так далее, то они сегодня поменялись, и на последние 3 года на первом месте находится вот проблема благоустройства населенных пунктов. Поэтому и было принято решение объявить 2016 год годом благоустройства. Приняты соответствующие решения, в частности, подписан указ главы республики, где мы конкретно предусматриваем средства для того, чтобы поддержать реализацию программы благоустройства, чтобы в каждом поселении были проведены какие-то работы. Это, во-первых, речь идет о выделении средств для непосредственно каждому поселению. Это по 1,5, 2, 5 миллионов рублей. Это свободные деньги, которые не зависят от бюджета. Они этим очень эффективно стали пользоваться. 100 поселениям по 4,5 миллиона объявили конкурс. Из 400 с лишним поселений, 100 поселений еще дополнительно получат 4,5 миллиона. Кроме того, мы через Министерство жилищно-коммунального хозяйства, через Министерство сельского хозяйства, даже через Министерство спорта выделяем средства, чтобы через Министерство транспорта, чтобы были средства, которые должны использоваться на благоустройство населенных пунктов. Это деньги тоже предусмотрены. То есть 2 с лишним миллиарда рублей только будет направлено на благоустройство населенных пунктов. Не говоря о тех капитальных расходах, не говоря об инвестиционных проектах по строительству дорог и так далее. Они были, они есть, они будут. Вот все это дополнительно идет. Вот поэтому сегодня ставится задача перед руководителями муниципальных образований, чтобы они максимально привлекали не только предприятия, не только население, но и непосредственно само как бы общественное сознание, общественное движение в этом плане. Я думаю, мы большой все-таки резонанс в этом плане создадим. Мне сообщают, что есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ирина Анатольевна. У меня такая просьба. Егор Борисович, пожалуйста, посодействуйте нашей беде. У нас перемерзла вода. Со 2 числа в районе ГРЭС целый район без воды. И как бы эта проблема уже у нас 2 года назад то же самое повторялось. И мы сидели 2 месяца. Сейчас вот у нас и маленькие дети, и пожилые, и мы не можем, у нас нету рядом колонки, и мы вообще без воды сидим. И когда это все решится, это неизвестно. Пожалуйста, помогите нам побыстрее решить этот вопрос. Очень просим вас.
Хорошо, я понял. Ну вот я посмотрел вот так называемые 150 вопросов, которые поступили, и львиная доля это проблемы муниципальных образований по тем полномочиям, которые они должны заниматься. Ну, в частности, по городу Якутску мы очень много делаем. Чтобы вы понимали, я в 2014 году подписывал указ по поддержке города Якутска, и по всем пунктам этот указ выполняется, и мы за последние 2 года выделили более 10 миллиардов рублей денег городу Якутску. И по ним работы ведутся. Но речь идет не о том, что касается участия республики в решении проблем города Якутска. Здесь мы очень много сделали. Правительство республики здесь очень много выделяет денег и контролирует, и занимается, включая вопросы строительства улиц, дорог, строительства жилья. Все это деньги, финансы республиканского уровня. Но есть еще и полномочия, и вопросы, которые должны решать сами местные органы власти. Это речь идет о благоустройстве, в частности, уборка мусора, это обеспечение водой, это очистка и так далее. Все это коммунальные услуги. В этом плане, конечно, очень много нареканий я вот как раз в виде вопроса получил. Я проведу специальное рабочее совещание с руководством города Якутска, чтобы принимать какие-то дополнительные меры по этим вопросам. В том числе вот по вашему вопросу, который сегодня озвучен, я непосредственно буду говорить с руководством города и соответствующим службам республики. Егор Афанасьевич, отвечая на вопрос телезрителя о детях войны, да, вот законопроект вы уже затронули, что в марте ЛТМН рассмотрит ряд важнейших законопроектов. Один из них инициирован вами, это закон о сельском хозяйстве. Какие результаты вы ожидаете от реализации этого документа? Но смысл содержания этого закона заключается в том, что мы все-таки большую помощь оказываем сельскому хозяйству. Большие деньги расходятся на поддержку сельскохозяйственного производства в целом села. Но при этом, к сожалению, я должен сказать, что эффекта от этой поддержки мало. Мы, если вкладываем миллиарды рублей на производство сельскохозяйственной продукции, на расширение, но при этом результата с точки зрения роста сельскохозяйственного производства не видим, улучшение ситуации по тем или иным направлениям тоже так ощутимо не чувствуется. Поэтому сегодня поставлена задача создать механизмы эффективной поддержки с конкретным эффектом получения результатов. Вот прежде всего законопроект, который сегодня обсуждается, направлен именно для решения этих задач. То есть мы говорим о том, что сегодня сельское хозяйство поддерживали и поддерживаем, и будем поддерживать, и наращивать объемы поддержки, но при этом мы должны уже понимать, что эта поддержка должна давать результаты. В прошлые годы это была поддержка где-то ради поддержки, потому что мы не понимали все-таки, что результаты должны были приходить сами по себе, но этого не получилось. Поэтому мы должны сегодня ставить такие условия, чтобы вложенный рубль должен дать результат. Вот об этом и речь идет. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 320202 36 65 53. И у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Это Туголукова Галина, Можайского 17/2, квартира 29. Вот такой вопрос. Егор Афанасьевич, мы записывались к вам, значит, с жалобой, но нас не пропустили. Жалобу нашу взяли, но никуда никакого ответа не было. Мы не знаем, что делать. У нас сколько лет уже там площадка заасфальтирована. Наша площадка, где наш дом стоит, и
и снег, и весну, и лето мы ходим, значит, по воде ходили. Теперь прошлый год привезли глину, машину. Теперь у нас уже не вода стоит, а грязь, просто грязь, кисель. И вот нам... Я была на приеме у Арсения Сергеевича Николаева, он дал предписание, чтобы обустроить территорию, построить тротуар обязательно, потому что мы старые люди, нам по 78, по 85 лет, мы не можем прыгать вот через эту воду, мы по этой грязи, обустроить детскую площадку и вывести гаражи. Железные гаражи поставили у нас. У нас с 3 сторон дома находится теплотрасса. А еще построили с той стороны, поставили 21 гараж. Это Гагаринский округ. Теперь, значит, я сколько ходила, жаловалась. У нас в 2000 году, значит, был пожар на 18 квартире. Приехали с той стороны, у нас стояли тоже гаражи, и ничего не могли... В общем, они развернулись, пока приехали с обратной стороны. Мы поняли квартира ваш вопрос. сгорела. Сейчас та же история. Тогда сразу сняли гаражи, а сейчас опять понаставили. Помогите, пожалуйста. Афанасий Егорович, от всего дома прошу. У нас и жалоба... Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Я, в принципе, понял, но я хотел бы повториться тем, что проблемы по городу Якутске, они накапливаются, еще раз говорю, десятилетиями. И в том числе у нас и жилой фонд, и вообще улицы находятся в таком плачевном состоянии, что надо очень много принимать решений. Мы эту работу начали. Главное, мы начали. Мы начали в городе Якутске, в частности, 5 лет назад, по наведению порядка по улицам. Мы начали работу по переселению из аварийного жилья. Это очень большие объемы, это миллиарды рублей. Мы в город Якутск последние годы, вот бытность моей работы руководителем республики, вложились более 40 миллиардов рублей. Это деньги, которые были направлены на улучшение ситуации в городе Якутске. Но сегодня надо вкладывать еще больше для того, чтобы навести порядок. Мы сегодня в центре Якутска, по большому счету, уже навели порядок. Мы потихоньку должны расширить этот объем на периферии, на как бы окраинные участки города Якутска. Конечно, очень много денег нужно, очень много объема надо. Мы, правительство республики, в этом плане будем поддерживать город. И в этом плане работу такую вести, настраивать тоже будем и контролировать будем. Но добиться, чтобы одновременно в течение 1 года, 2 лет это добиться наведения порядка очень сложно. Поэтому нам надо быть более реально смотрящим на дела. Я единственное, что могу гарантировать, то, что объем помощи, который мы оказываем в городе Якутске, сокращаться не будет. Вот это я могу сегодня гарантировать, чтобы навести порядок. Мы по городу Якутску очень много сделали. Это, наверное, никто не откажет. Никто не отрицать не будет. Но проблем еще больше. Поэтому мы еще раз, вот с учетом сегодняшнего разговора на прямом эфире, мы с руководством города встретимся, еще раз обговорим. И я буду актуализировать те вопросы, которые сегодня озвучены. Егор Афанасьевич, в Минздраве России вновь заговорили о нормах размещения медицинских учреждений, исходя из численности населения. В этом случае в регионе под угрозой закрытия окажутся около 90% всех медицинских учреждений. Здесь какова позиция руководства республики? Моя позиция очень четкая. Я об этом заявил уже руководству Министерства здравоохранения Российской Федерации. Я приглашал министра, и они приезжали, в частности, и заместители, и так далее. Я еще раз сегодня объявляю перед нашим народом, перед телезрителями о том, что мы сокращать больничные учреждения не будем. Чего бы это ни стоило, да, есть определенные нормативы, то, что они нам навязывают, они недофинансируют по линии фонда медицинского страхования примерно 4 миллиарда. Много проблем. Но при этом, еще раз говорю, сокращать мы не будем.
Оптимизировать определенную внутри коек, конечно, будем, где пусто, там будем сокращать, если там напряженка, там будем добавлять. То есть мы будем подходить таким образом, чтобы ни одно больничное учреждение не было сокращено в республике. Мы сегодня занимаемся, наоборот, строительством объектов. Вот в этом году, насколько возможно, перинатальный центр в городе Якутска построим. Мы в следующем году начнем кардиологический центр, будем строить онкологический центр. Мы такие объекты строим и будем строить. Уже в районах строимся, фельдшерские, акушерские пункты строим везде и всюду. Насколько программа есть, то настолько мы будем работать. Такие программы у нас есть. Поэтому говорить о том, что вот где-то что-то кто-то сказал, и в результате начинаем все сокращать, такого не будет. Ну и в продолжение темы медицины. Недавно вы посетили первую поликлинику города и станцию скорой помощи. Затем состоялась встреча с представителями медицинской общественности. Какие выводы сделаны после этой встречи и вот по итогам визита? Ну, для того, чтобы принимать какие-то решения, я еще раз повторяю, я всегда общаюсь с людьми, или напрямую общаюсь, или непосредственно через социологическое исследование и так далее, для того, чтобы принимать более правильные решения. Но вот первую поликлинику я посетил, встречался и с врачами, и с людьми. И, конечно, с точки зрения лечения, с точки зрения лечебной части, то здесь, в принципе, люди мало жалуются. Хотя в случае летания, в случае ошибок мы всегда видим, это есть. В этом направлении мы всегда требования ставили и будем ставить. А вот что касается допуска к врачам, то есть имеется в виду очередя, записи, вот здесь у нас по большому счету бардак. То есть это чисто организационный вопрос. Они не требуют капитальных расходов, они не требуют какие-то финансовые ресурсы. Здесь нужна просто определенная организационная работа руководителей медицинских учреждений. И здесь требуется организационная работа непосредственно тех людей, которые принимают наших больных или наших пациентов. С этой точки зрения просто бардак. И это я видел в первой поликлинике. Есть определенные, есть определенные причины. Есть объективные причины, потому что это нехватка, скажем, площадей, нехватка врачей, если это отнести к объективным причинам, хотя это больше субъективный фактор. Поэтому разговор у нас очень серьезно состоялся. Информационная технология не используется. Человек мог бы дома сидеть и записываться на прием через электронную почту, через системы связи и так далее. К сожалению, эта работа не организована. Люди приходят вживую, стоят в очередь. Это нельзя допускать в нынешних условиях. Это работу мы сейчас будем вести более жестче и требования будем усиливать. Это будет требовать и организационных таких моментов, и организационные выводы будут сделаны. Я это уже товарищам уже говорил об этих вещах. Но сегодня единственно могу заверить о том, что по качеству лечения мы сделаем все возможное, чтобы, создавая новые учреждения, создавая новые направления, наши врачи очень талантливы, они уже переходят на более современные методы лечения, используя высокотехнологичное оборудование. У нас проводят открытое сердце, открытие операций на сердце, у нас трансплантологией занимаются, очень много делается в медицине. Но их надо поддерживать, их надо расширять, чтобы людям меньше выезжали за пределы республики, а получали больше помощи здесь на территории. Вот этой работой мы занимаемся, будем заниматься дальше. И сейчас я бы хотела задать еще один, на мой взгляд, важный вопрос. Это воздушный транспорт. Авиаперевозки для Якутии – это вопрос жизненно важный. Недавно в Совете Федерации заговорили о том, что в этом году начнется разработка легких многоцелевых самолетов для использования в Арктике. Речь идет об Ил-114. И этот вопрос, вопрос субсидирования рейсов в арктические северные районы, интересует многих жителей. Например, жительница поселка Черский Нижнеколымского района
района Надежда интересуется тарифами Якутск-Черский, да, самые дорогие. И жительница Якутска Светлана просит о снижении тарифов на авиабилеты в эту группу районов. Но авиационный транспорт для нас очень важный, жизненно важный вид транспорта. Поэтому это наша территория такая, большая, огромная. Но проблема малой авиации, она всегда стояла, но, к сожалению, в техническом плане, с точки зрения аэропланов, с точки зрения видов самолетов, в связи с тем, что отечественная промышленность не производит такой вид транспорта. Раньше производили Ан-2, Ан-24, к сожалению, давно-давно мы их производство забыли. Взамен ничего не предложили. И сегодня разные варианты рассматриваются. Вот Ил-114, вот Л-410 самолеты, которые производятся в Чехословакии, но собственником являются россияне. Или другие варианты предлагаются, но, к сожалению, пока на промышленную основу не поставили. Разные варианты рассматривались. Мы Ан-3 самолет, сколько произвели, столько только Якутия приобрела, потом остановили. То есть мы в этом плане очень активную позицию занимаем. Но, к сожалению, самих самолетов нет. А проблема затрат в основном заключается в том, что летают старые самолеты. И затраты на расходы на горючее, на запчасти очень большие, соответственно, и тарифы большие. Поэтому республика вынуждена за счет бюджета республики датировать, то есть выделять деньги на субсидирование этих авиарейсов. Мы более 300 миллионов рублей только в 2016 году выдаем на удешевление тарифов по северам. Но, к сожалению, эта сумма, она не ощущается на стоимость билетов, потому что мы сокращаем. Но если было экономически обоснованный тариф 40 тысяч рублей, в один билет с Черска до Якутска стоит, мы сделали там, например, 25 сократить. Но 25 тоже очень большая сумма для конкретного человека. Поэтому вот таким образом пытаемся смягчить ситуацию. Каждым годом мы увеличим эту сумму, но ощутимо для конкретного человека это не происходит. Поэтому задаются такие вопросы. Мы будем и дальше датировать, мы будем дальше этим заниматься. Занимаемся не только по авиатранспорту, но занимаемся и по речному транспорту. То же самое происходит. Но эту политику будем продолжать. Егор Афанасьевич, и последний вопрос. Вопрос касается переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, тоже очень актуальный и волнует многих. Пожалуйста. Но мы на 1 января 2012 года очередь имеем на переселение из аварийного жилья. На эту дату мы должны зарасходовать 30 миллиардов рублей. А для того, чтобы в целом решить по республике, надо 130 миллиардов рублей. То есть у нас аварийное жилья очень много. Самый большой объем в Российской Федерации это в Якутии находится, аварийное жилье. Но мы программы реализуем. 21 тысячу человек мы должны переселить до 2018 года. И сегодня мы переселили 12 тысяч человек. Еще 9 тысяч человек надо переселить. Эту программу сейчас занимаемся, расходуем очень много денег. 391 тысячу квадратных метров жилья должны построить и переселить по очереди на 2012 год, 1 января. Потом к 2018 году завершим, и потом эту программу мы хотим продолжить. Потому что люди видят, что реальная работа ведется. В 42 муниципальных образованиях эта работа ведется. К сожалению, в 12 муниципальных образованиях планы пока не выполняются. Мы заставляем, чтобы выполнялись все эти планы. Мы очень большую поддержку получаем с федерального центра на эту программу. Поэтому для нас дело чести, чтобы эта программа была реализована в полном объеме. Потому что люди непосредственно это ощущают, эту поддержку. Поэтому в целом по республике есть много программ, 30 с лишним программ. Они сегодня все находятся в работе. В 2016 году они все будут работать. И
Единственное, вот если ситуация не изменится, то какие-то корректировки будут, но гарантии, что они будут работать, сегодня есть. Егор Афанасьевич, во-первых, спасибо за ответ и поздравления. Это был прямой эфир с главой республики Егором Борисовым. Я напомню, все поступившие вопросы, которые не прозвучали сегодня в студии, будут рассмотрены в течение месяца. А я, Инна Винокурова, прощаюсь с вами. До встречи на канале «Россия».